Время новостей в студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. Биноевская весна на горных вершинах. Мы наметили сегодня определенный план подготовки к этому фестивалю. Я думаю, мы достойно проведем этот фестиваль. Жители региона готовятся к ежегодному республиканскому фестивалю народного творчества. Экстремальный отдых и увлечение сильных духом. В Утумкалинском районе осваивают новый для региона вид спорта – рафтинг. Трехмерное изображение на большом экране. Это будет замечательное место проведения отдыха, просмотра интересных фильмов, мультфильмов. В Гудермесе открылся новый 3D-кинотеатр «ГУМС». Трагические новости приходят из Казахстана. В городе Алматы террористы атаковали правоохранителей. По последним данным, в результате нападения погибли 3 сотрудника и 2 гражданских. Около 14 человек доставлены в медицинские учреждения. На территории города введен красный уровень террористической опасности. Слова поддержки казахскому народу поступают из всех уголков мира. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Мы с особой тревогой наблюдаем за событиями в Алматы, где в результате теракта имеются жертвы среди сотрудников полиции и гражданских лиц. Ранее террористы предприняли попытку захвата оружия в октябре. Их преступные действия также привели к многочисленным жертвам. Я выражаю искренние соболезнования многоуважаемому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Считаю своим долгом заявить, что наши сердца, наши молитвы с руководством и народом Казахстана. Мы не забыли, что первым из иностранных лидеров руку помощи Чеченской Республике, лежавшей в руинах, протянул Нурсултан Абишевич. Построенный президентом Казахстана жилой дом украшает центр столицы Чечни. Благодарный чеченский народ назвал именем Нурсултана Назарбаева одну из центральных улиц и школу. Казахи являются для нас старшими братьями, а Казахстан – второй родиной для целого поколения чеченцев. В этой стране родился мой дорогой отец, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Похоронены родные и близкие люди, включая брата моего дедушки. Чеченский народ пережил атаку международного терроризма. Погибли сотни тысяч человек. На собственном опыте мы знаем, что с террористами нельзя заигрывать, делить на хороших и плохих. Человек, замышляющий теракт, должен быть нейтрализован. Тюрьма или 2 метра под землей. Иных методов не существует. Наглядный пример — Сирия, где западные страны вместо реальной борьбы с терроризмом одаривают их именами оппозиционеры, умеренные и прочие, а гибнет сирийский народ. Я хочу заверить Нурсултана Абишевича, что мы готовы оказать братскому народу Казахстана любую помощь и поддержку в борьбе с злейшим врагом всего человечества – терроризмом. Хочу напомнить, что вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом мы обсудили во время встречи в Грозном, в которой принимали участие секретарь Совбезов России Николай Патрушев, Казахстана Нурлан Ермекбаев, мой дорогой брат Кенес Ракишев, который всегда оказывал нам меценатскую помощь в реализации важных проектов. Желаю мира, стабильности и процветания братскому Казахстану. Биноевская весна на горных вершинах. Жители региона готовятся к ежегодному фестивалю народного творчества. Вопросы проведения культурного и спортивного мероприятия обсудили члены оргкомитета, который возглавляет сам Рамзан Кадыров. Магомед Алмаркаев продолжит. Первое заседание оргкомитета состоялось в культурно-этнографическом комплексе Щербена. Обсуждались наиболее важные вопросы: определение площадок для проведения различных конкурсов и спортивных состязаний, а также организация и освещение мероприятия. В этом году фестиваль народного творчества «Биноевская весна» приурочен 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. По каждому направлению министерство ведомств мобилизовательно дадишь бабьеш волкечем и заёк амбош колоритные уже мероприятия очень дина черкака. Принято решение, что фестиваль пройдет на 3 площадках: в этнографическом музее Щербена, в селе Биной-Ведено и в окрестностях и на вершине родовой горы Тейпа-Биной. Одним из самых ответственных этапов мероприятия по задумке организаторов станет восхождение на высочайшую точку Нажаюртовского района, высота которой достигает 2000 метров. Рамзан Ахматович объявил фестиваль «Биноевская весна» ежегодным. Но в этом году мы вместе решили, что она будет приурочена 65-й годовщине рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поэтому мероприятие будет очень расширено, не как в предыдущем году, а будет на 3 площадках. Это Биной-Ведено, Щербена
И вот самая высокая точка, где мы сейчас находимся, Биной, это вершина. Здесь будет восхождение, где будет водружен знамя и Чеченской Республики, и Российской Федерации. Поэтому сегодня состоялось первое заседание оргкомитета. В оргкомитете задействовано очень много министерств, ведомств. Мы наметили сегодня определенный план подготовки к этому фестивалю. Мы еще не раз будем встречаться здесь. Я думаю, мы достойно проведем этот фестиваль. Фестиваль будет очень многогранный, будет в себя включаться спортивные состязания, народные спортивные игры, конные скачки. Также будут различного типа викторины, скорее всего, конкурс познавательной истории, культуры общества Биной и народов Чеченской Республики. Также в этот день состоится большой гала-концерт с участием звезд чеченской эстрады, также и российской эстрады на площадке Щербена. После недавнего посещения Рамзана Ахматовича этих гор на Жуирдовском районе очень большое внимание и в соцсетях, и везде в средствах массовой информации привлекает эти места. Поэтому я думаю, в этом году в этом фестивале будут участвовать не только гости из Чеченской Республики, Российской Федерации. Я думаю, что из многих зарубежных стран прибудут гости к нам на этот фестиваль. Стоит отметить, что несколько дней назад Рамзан Кадыров преодолел этот маршрут. Вместе с сотрудниками СОБРа в полной экипировке весом 50 килограммов глава Чечни прошел сложный путь по горно-лесистой местности пешком. Позднее этот поступок вызвал широкий резонанс среди инструкторов и знатоков военного дела. Они отметили, что покорение самой высокой точки Ножаюртовского района в условиях жары, больших физических нагрузок и пересеченной местности является нелегкой задачей даже для профессиональных альпинистов. Рамзан Ахматович своими боевыми друзьями сделал марш-бросок, это где-то около 20 километров. Я сегодня только почувствовал, какой этот был труд. Конечно, мы с вами все свидетели. Сегодня мы на внедорожниках, с путеводителями еле-еле добрались на эту вершину за несколько часов. Они полной экипировки, полной разгрузкой, пешком по бездорожью, под раскаленным солнцем. И, конечно, это очень большой труд, выдержка нужна и спортивная закалка. Я думаю, в последующем, если мы объявим восхождение на такие высоты для разных смельчаков, которые занимались альпинизмом, может быть, разными видами спорта, это будет очень интересно, получит хороший адреналин. Я призываю участвовать в этом восхождении всех, кто желает. Глава республики своим примером показал всем, как это можно сделать. Я думаю, немногие отважатся на это, но тот, кто отважится покорить эту вершину, это будет хорошо. Напомним, впервые фестиваль народного творчества «Биноевская весна» состоялся в июне прошлого года и стал ярким событием в культурной и спортивной жизни Чечни. Его посетили большое количество людей, в том числе и гости из соседних республик. Второй очередной фестиваль состоится в конце августа и продлится 2 дня. Магомед Ламаркаев, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости. Шаройский район скоро изменится до неузнаваемости. Масштабная реконструкция затронет более 500 домов и социально значимые объекты. Также ведется восстановление и строительство мостов, а в ближайшее время закончится обновление коммуникации. Об этом и не только. Тинатин Музашвили. Маленькая Хадижа с интересом разглядывает камеру. Наша съемочная группа в гостях у семьи Магомадовых в высокогорном селении Химой. Хозяйка дома рассказала, что, ухаживая за малолетними детьми, практически не остается времени на домашние дела. Но уже совсем скоро в селении впервые появится детский сад. В основном я тут одна, некому за детьми больше присматривать. Огород у нас большой, картошку сажаем, садика не было у нас. Вот сейчас достроят, и появится шанс, детей в садик отдам, и больше времени будет. Хотелось бы поблагодарить главу республики за то, что восстанавливают наш район.
Садик на 40 мест будет отвечать всем стандартам. Для детей будут созданы все условия. Несмотря на неблагоприятную погоду и тяжелые природные условия, стройка не прекращается ни на один день. Как вы видите, процесс строительства детского садика практически завершен. Осталась только кровля и отделочные работы. Такой же садик строится в селении Кинхи. Накануне председатель комитета правительства по дошкольному образованию Асламбек Джунаидов посетил стройплощадки. Он проинспектировал проделанную работу и процесс строительства, пообщался с рабочими и высказал свои рекомендации. Восстановительные работы идут по всему району. Практически полностью отстроены районный дом культуры и Яварский культурный центр. Строится также районная участковая больница. Жителям населенных пунктов помогают реконструировать дома, прокладывают дорогу длиной в 100 километров и строят мосты. Оперативный штаб пристально следит за ходом работ. Помимо жилых помещений и объектов инфраструктуры, восстанавливают и мечети. Тинатин Музашвили, Адам Чекуев, Дани Хавхаров. Новости. 6 июля глава государства подписал так называемый пакет Яровой – поправки к закону о мерах по противодействию терроризму. Согласно этому документу, теперь операторы связи должны хранить информацию о сообщениях и звонках всех абонентов в течение 6 месяцев, а владельцы мессенджеров и соцсетей, поддерживающих шифрование данных, обязаны расшифровать любое сообщение, которое понадобится ФСБ. Между тем, некоторые пункты обновленного закона уже обрастают домыслами граждан. Антитеррористический пакет Ирины Яровой внимательно изучила Седа Сапарова. Пакет Яровой был подписан президентом России всего неделю назад, но уже успел наделать много шума не только в СМИ, но и в социальных сетях. Однако, если журналисты в своих материалах пользуются проверенной информацией, то пользователи интернета не стесняются выкладывать в сеть не только свои догадки, но и откровенную ложь. С 20 июля вступает в силу закон Яровой. Если вкратце, то в нем, помимо всего прочего, содержится приказ Российской Федерации о запрете рассылки видео и аудио на религиозные темы. Все сотовые операторы уже передали коды и пароли ФСБ. Да, пакет Яровой действительно предполагает, что операторы связи и интернет-провайдеры обязаны будут хранить все записи звонков и любые сообщения в течение полугода. 3 года они должны будут хранить метаданные, то есть не само содержание разговоров и переписки, а лишь сведения о том, что они состоялись. Однако подписанный закон не содержит никакой конкретики о порядке хранения данных. Он вступит в силу только в июле 2018 года. За это время правительство должно определиться, какую информацию в каком объеме и в каком формате хранить. И уж тем более в поправках и речи пока не идет об уголовном или административном преследовании за рассылки достоверных хадисов или изображений. К слову, сами сотовые операторы уже оценивают свои убытки в миллиарды рублей и предполагают значительное повышение тарифов. По предварительным расчетам это около 200 миллиардов рублей. А если говорить о большой тройке и всех операторах, которые подпадают под этот закон, то это около 2,2 триллиона рублей. В связи с увеличением затрат на предоставление услуг и, соответственно, предоставление исполнения этого закона, оператор, пытаясь взыскать упущенную выручку, возможно, тарифы вырастут в разумных пределах. Примерно насколько? Ну, по моей информации, это приближается где-то к 200% от сегодняшней стоимости. Любой ролик, картинка, сообщение религиозного характера, миссионерского, который призывает к чему-то, неважно хоть молиться, переданный по мессенджерам, будет подлежать штрафу до 1 миллиона рублей, если у человека, его передавшего, нет договора на миссионерскую деятельность и духовного сана. Это еще одна откровенная провокация. Штрафовать действительно будут, но лишь за публичные призывы к терроризму или его оправдание. Сумма штрафа составит от 100 до 500 тысяч рублей. Если же призыв совершен в интернете, то раскошелиться придется на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Никаких рисков для нас с вами, простых смертных, которые пересылают картинки, тексты или там видео-аудиофайлы
религиозного содержания нет. Отдельный блок поправок касается религиозной сферы. В частности, было дано определение миссионерской деятельности. С принятием поправок такая деятельность вне специально предназначенных для этого помещений и сооружений будет взята под жесткий контроль. Кроме того, был введен еще ряд ограничений. Речь идет о том, что миссионерская деятельность – это деятельность религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками данного религиозного объединения, с целью вовлечения указанных лиц в религиозное объединение. То есть для того, чтобы попасть под действие этого закона, надо быть членом или представителем энного религиозного объединения, совершать те или иные действия от имени или от лица этого религиозного объединения. Эти действия должны быть направлены на пропаганду вероучения среди иноверцев. Речь не идет об исламской умме как религиозном объединении. Речь идет о конкретных джамаатах, конкретных муфтиятах, о конкретных духовных управлениях и прочее. Так вот, миссионерская деятельность от имени этих религиозных объединений может теперь вестись только с соблюдением ряда норм. К слову, крупнейшие религиозные организации страны законопроект в окончательной редакции одобрили. Так, например, в опубликованном заявлении Совета муфтиев России говорится о том, что мусульманские организации России во всей своей деятельности стоят на твердых позициях и поддерживают руководство страны в борьбе с любыми радикальными настроениями против терроризма и экстремизма. Ознакомиться с поправками можно на официальном сайте Кремля kremlin.ru в разделе «Документы». Экстремальный отдых и увлечение сильных духом. И Тумкалинский район может стать центром развития рафтинга. Природные условия населенного пункта идеально подходят для данного вида спорта. Это позволит и увеличить число туристических маршрутов. Первый сплав по горной реке совершили и официальные лица. Участникам экстремального сплава в первую очередь необходимо облачиться в профессиональную экипировку. Затем проходит инструктаж по технике безопасности. Первый сплав по горной реке Аргун и Тумкалинском районе совершает председатель комитета правительства по туризму Амруди Эдельгириев вместе с сотрудниками ведомства и вице-премьер Хасан Хакимов. Мы находимся на открытии сезона рафтинга 2016 года. Впервые у нас в республике. Мы открываем именно рафтинг на наших горных реках. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей республики, всех жителей России участвовать, приезжать к нам, чтобы они могли спускаться по нашим рекам. Рафтинг мы будем развивать, это направление. И я думаю, многие люди получат от наших горных рек море удовольствия. Течение реки Аргун очень быстрое. Специалисты относят ее к 5-му уровню опасности. Маршрут сплава протяженностью 6,5 километров проходит по самому безопасному отрезку горной реки. Участников обязательно сопровождает инструктор. Для любителей экстремального вида спорта это хорошая возможность получить порцию адреналина и массу положительных эмоций. Пару раз мы сплавы делали. Я с Муком делил, за Бахкеш пешку. Последний раз, которые были, они уже его дорогу чаще на Абаном буш. Очень доволен, что это направление здесь начинает развиваться. У нас в нашей полосе, так сказать, в Сибири очень много любителей этого вида спорта. Я думаю, узнав, что здесь есть все условия, они начнут сюда приезжать вновь и вновь. И Тумкалинский район идеально подходит для развития рафтинга, говорят специалисты. Помимо рафтинга, здесь также планируется развивать и другие экстремальные виды спорта, такие как сплав по реке на байдарках и каякерах. В комитете туризма уверены, что с появлением новых видов активного отдыха и маршрутов число туристов значительно возрастет. Рамзан Джамбеков, Алаш Аздамиров. Новости. Еще одна семья Урус-Мартановского района справила новоселье благодаря помощи регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Для Айдаевых, проживающих по улице Андреева города Урус-Мартан, построили дом со всеми удобствами. Также возвели просторный навес, благоустроили двор. Поздравить с новоселов приехали кади района Алу Амирханов и глава администрации муниципалитета Валид Абдурешидов. Рамзаника, Айманика, Дерес, Вульдал, Саабдуре, Дархас.
Цасон денег дохукту дохумаду. Да дикка бихам бойца андезандера. Делсера доэцера. В Грозном продолжается реализация программы по благоустройству территорий, прилегающих к социальным объектам. Вокруг больниц, школы и детских садов идет асфальтирование дорог и ремонт коммунальной инфраструктуры. Как городские службы справляются с этой задачей, проверил столичный мэр. Подробности у Седы Сапаровой. Несколько лет этот участок дороги по улице Федеративная был настоящей головной болью не только местных жителей. В лужах практически тонули и посетители городской клинической больницы номер 4, вдоль которой и пролегает участок дороги. Из-за отсутствия ливневых канализаций постоянно застаивалась дождевая вода, в результате чего прежнее асфальтовое покрытие было практически разрушено. Сегодня объект с инспекцией посетил мэр Муслим Хучиев. Меньше чем за месяц, а именно столько прошло с момента начала строительных работ, удалось не только асфальтировать дорожное покрытие, но и провести ливневую канализацию протяженностью 500 метров. Также была благоустроена прилегающая территория, установлены бордюры, а для удобства посетителей больницы была увеличена пропускная способность дороги и оборудованы карманы для автотранспорта. В начале года, в феврале-март месяц, по поручению главы Чеченской исполкома Кадырова было дано мэрии города Грозного задание с тем, чтобы сделать мониторинг всех социальных объектов в городе Грозном на предмет наличия нормальных подъездных путей и тротуаров, с тем, чтобы там было все асфальтировано, с тем, чтобы там вода не стояла. И дополнительно, если такого рода неудобства будет, чтобы в течение года было такое поручение все привести в соответствие. И был проведен соответствующий мониторинг. Мы определили для себя 96 объектов социального назначения. Это мечети, школы, лечебные учреждения, детские сады, где на сегодняшний день необходимо провести соответствующий ремонт автодорожного покрытия. Я думаю, таких проблемных социальных объектов на территории города Грозного в этом году больше уже не будет. Работы практически завершены на 36 объектах социальной инфраструктуры. Среди них поликлиника номер 3 по улице Олимпийский проезд. Строительные работы на этом участке были осложнены отсутствием ливневых канализаций, из-за чего в мэрию регулярно поступали жалобы от жителей близлежащих домов. Однако теперь эту проблему удалось решить. Этот объект, поселок Олимпийский, мы начали одним из первых, потому что это спальный район, и здесь проведены работы. В первую очередь нивелировка, прокладка ливневой канализации, что является основой, чтобы дороги держались. Провели ливневую канализацию, потом уже начали делать дороги. Замена бортового камня, дополнительно стоянки автомобилей чуть выше. Помимо того, с тыльной части поликлиники номер 3 тоже отремонтировано. В некоторых местах сплошной асфальт проложен. Комплексно мы этот спальный район охватили. Также градоначальник осмотрел еще ряд объектов, где уже завершены работы. Так, например, по улице Мичурина был проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия, а к детскому саду Ильи провели подъездной путь. Наконец появилась дорога хорошая, как видите, асфальт положили. Теперь можем свободно, здесь рядом и садик, свободно можно передвигаться. До сих пор невозможно было ездить. Ямы, после дождя вообще были большие лужи. Этот участок дороги по улице Тобольская в Октябрьском районе много лет причинял неудобства жителям. Сейчас на этом участке ведется асфальтирование дороги. По словам градоначальника, весь комплекс работ планируется завершить уже к началу октября. Лариса Джабраилова, Седа Сапарова, Магомед Мударов и Дани Хавхаров. Новости. Телевизионный «Форсаж». Сотрудники нашей телерадиокомпании попробовали себя в роли гонщиков. Товарищеские соревнования состоялись на автодроме «Крепость Грозная». Таким образом, организаторы намерены приобщить к этому виду спорта еще больше людей. Подробности в следующем сюжете. Вместо профессионалов – любителей, вместо призов – хорошее настроение. Известные журналисты, теле- и радиоведущие Чеченской Республики в свободное от работы время решили почувствовать скорость на треках Грозной крепости. Однако сотрудники автодрома не спешат сажать за руль любителей. Вначале обязательный тренинг. На гонку дается 10 минут, в течение которых нужно показать лучшее время прохождения круга. Оно и определяет победителя. Для любителей быстрой езды здесь созданы идеальные условия. Специально подготовленная трасса с ограждениями и, конечно, картинг, на котором можно принять участие в настоящей гонке. Такая гонка удовлетворит каждого, ведь под этим маленьким мотором скрывается 13 лошадиных сил, и она может разгоняться до 75 км в час.
Я был на автодромах в нескольких городах, в центральной России, но здесь условия намного лучше. Мне на самом деле очень понравилось. Я сегодня был с коллегами. Я, к сожалению, не выиграл, но это, видимо, тот самый случай, когда главное участие. Зато были впечатления очень яркие. Я это запомню надолго. Как бы это прискорбно не звучало, и я здесь оказался впервые только сегодня. Сразу же, во-первых, стоит отметить тот адреналин настоящий, живой. Безусловно, созданы все условия для того, чтобы просто прийти и хорошо провести с друзьями время. Вот мы с нашими коллегами сегодня приняли участие в заезде на соди-картингах. Это было что-то с чем-то. Но стоит отметить, наверное, тот факт, все-таки очень приятно на долю секунды почувствовать себя Шумахером. Провести приятное время и улучшить свои навыки вождения сюда приезжают не только грозненцы. Частые гости на автодроме жители соседних и центральных регионов страны. Мы с друзьями приехали из Москвы к нашим друзьям, чеченцам. Они очень гостеприимные ребята. Пригласили нас на картинг, нам очень понравилось, очень прекрасно провели время. Крепость Грозная – единственный в своем роде автодром на Северном Кавказе. Созданные условия позволяют проводить турниры любых масштабов. Важно отметить, что тут есть единственная в России профессиональная трасса для дрэг-рейсинга. Столичный автодром – идеальная площадка для проведения индивидуального и корпоративного отдыха. Практически каждые выходные здесь проходят мини-турниры и заезды. Одним словом, есть все для любителей экстремального отдыха. Автодром является многофункциональным и единственным в своем роде, исходя из этих факторов. Во-первых, это позволяет проводить, его уникальность позволяет проводить более чем 7 дисциплин автомобильного спорта. Это автомобильный кросс, гонки на грунтовых дорожках, это картинг, это парные гонки, это кольцевые гонки, это гонки внедорожных автомобилей. Помимо всего прочего, наш автодром обладает возможностью для того, чтобы широкий круг автолюбителей, людей, влюбленных в автомобильный спорт, получить здесь не только навыки, но и получить удовольствие. Удовольствие от прокатного карта. Автодром позволяет проводить интересные, незабываемые события, участвуя в корпоративном мероприятии, проводя досуг в спортивном стиле, в спортивном режиме, участвуя в мини-соревнованиях между друзьями и коллегами на наших прокатных картах. Все желающие могут проехать по гоночной трассе на своем транспорте. Показатели участников фиксируются, и в конце дня определяется лидер. Здесь же можно участвовать и в профессиональных гонках. Для этого имеется персонал техобслуживания, который поможет в подготовке машины и пилота. На трассах автодрома тренируется гонщик с многолетним стажем Ислам Барзанкаев, первый профессиональный пилот Чеченской Республики. Регулярно здесь катается и мастер спорта, многократный чемпион России Виталий Дудин. Любой желающий может прокатиться с ним на спортивном автомобиле в рамках услуги гоночное такси. Крепость Грозная, очень, скажем, для пилотов она очень рабочая трасса. На ней очень большое количество таких своеобразных, неординарных поворотов, так называемых улитка. Где вход в поворот достаточно высокий, а выход с таким глубоким способом торможения. Поэтому для пилотов очень интересная трасса. Авторы этого проекта подумали не только об участниках гонок, но и о болельщиках. Для них предусмотрены трибуны на 2000 мест. Особенность крепости – наличие смотровой площадки. Всего 10-15 лет назад мы даже не могли себе представить, что у нас будут подобные комплексы. Было время, когда у нас не было ни машин, ни дорог, чтобы по ним ездить. И сегодня это действительно уникальный комплекс. Их во всей России всего несколько. И наш комплекс действительно уникален тем, что он многофункциональный. Здесь есть сразу несколько трасс для абсолютно разных видов, для разных классов автомобилей. У нас действительно молодежь с раннего детства увлекается автомобилями. Нам нравится их тюнинговать, смотреть у чеченского народа, в частности у чеченской молодежи, у мужчин это есть. Поэтому здесь есть очень хорошая возможность. Это такое место, здесь есть вся инфраструктура, здесь есть все, чтобы любой человек, любитель автогонок, может быть, не фанат, а может человек просто первый раз сюда придет, проведет свое время, проведет выходной, может прийти сюда с семьей, с детьми. Поэтому это новый вид качественного, активного досуга для наших жителей. Благодаря руководству нашего региона у нас
Но практически каждый год возникают какие-то новые проекты, спортивные, культурные, абсолютно какие-то новые направления мы развиваем в нашей республике. И вот этот автодром один из таких. И я уверен, что уже ближайшие несколько лет, ближайшие 2-3 года здесь будут отдыхать, проводить время, тренироваться, кататься и просто смотреть действительно качественные гонки не только жители нашей республики, но и всех соседних регионов. Многие нам по-хорошему завидуют, поэтому приглашаем всех на автодром «Крепость Грозная». Здесь не только поддерживают профессиональных гонщиков, но и думают о будущих чемпионах. Открытая при автодроме Малая академия скорости приглашает детей от 6 до 12 лет. Опытные инструкторы бесплатно учат ребят навыкам вождения. Я участвую достаточно много, уже 3 года. Противники достаточно хорошие, и я стремлюсь к победе. Развитие автомобильного спорта в России, ну и, несомненно, в республике, связано напрямую с появлением новых пилотов, с подготовкой новых пилотов. А тем более, что мы понимаем, что в течение длительного времени не было пилотов в республике. И для того, чтобы начать и строить перспективы, мы начали с малого. Хотя это только название – Малая академия скорости. Я думаю, что этот уникальный для России проект позволит желающим заниматься автомобильным спортом получить некие начальные, в большей степени образовательные знания и навыки вождения спортивных автомобилей. Хазбулат Ансаров уже 3 года занимается автоспортом. Несколько раз побеждал в турнирах по картингу, но сегодня он впервые садится за руль гоночного автомобиля. В планах у парня попасть в республиканскую команду Ахмат Рейсинг Тим и принять участие в чемпионате России. Зачастую приходится где-то правой ногой тормозить, да? Левой одновременно включать, сцепление выключать, включать и выключать. Но правая она должна, как ты поставил ее, то есть бывают такие длинные, глубокие торможения. Ты должен тормозить ей. Шитчо должен автоспортом увлекаться дальше, картинг заниматься дальше, и целый чемпионатчика участвовать дальше. Метк шоу шоуинс дал латаган халхарок машин техничт. Юхшар Ахмат Тим Рейсинг команда чемпионат России участвовал. С момента открытия на этих треках уже прошли крупные турниры. В августе прошлого года состоялся 4-й этап чемпионата России по дрэг-рейсингу. А в прошлом месяце 3-й этап первенства страны по кольцевым гонкам собрал около 50 пилотов из более чем 20 регионов страны. Теперь крепость Грозная готовится к проведению чемпионата России по дрэг-рейсингу, который пройдет уже в сентябре. Из Наурзаурбеков, Мальбек Хаджиев, Тимур Хайдаров. Новости. Правоохранители задержали мошенника. Алексей Степанов через подставную организацию собирал денежные средства якобы для оказания помощи тяжелобольным детям. Обманным путем он заработал около 15 миллионов рублей. Сейчас мужчина находится под стражей. Луиза Андеева продолжит. 5 раз судим за мошенничество, при этом занимался благотворительной и организационной деятельностью. Ни в одном регионе России этот человек не был задержан. Ему доверяли, пополняли его счета и верили на слово. Вот только в Чечне его личностью заинтересовались оперативники. В социальных сетях ВКонтакте размещена реклама о сборе денежных средств для лечения детей. Некоммерческая организация, благотворительный фонд «Линия добра», якобы при главе Чеченской Республики. По данному факту были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что данная организация вымышлена. В ходе дополнительных мероприятий установлено, что к данной организации, точнее, якобы представляет интерес этой организации Степанов Алексей Иванович, 1983 года рождения, уроженец Брянской области. В действиях Степанову усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По оперативной информации, на территории России период с 2009 года и по настоящее время мужчина обманным путем завладел денежными средствами в сумме около 15 миллионов рублей. В частности, под предлогом сбора средств на лечение больных детей несуществующим благотворительным фондом «Линия добра», путем размещения рекламы в социальных сетях и создания различных интернет-сайтов, мужчина обманным путем получал от граждан и частных организаций денежные средства. Я создавал различные сайты, социальные странички в сети ВКонтакте с целью того, чтобы люди заходили на эти сайты и помогали вымышленным детям. Все фотографии
данные о ребенке, истории болезней и так далее. Все это было взято с разных мест. Сайт являлся вымышленным абсолютно. В течение нескольких дней пребывания в Грозном путем сбора пожертвований у пассажиров общественного автотранспорта мужчина завладел денежными средствами в сумме 20 тысяч рублей. Изначально я создал страничку якобы своей сестры, на странице которой я взял фотографии, вставил их в липовую страничку, подписал, что она с Грозного, что работает здесь и училась здесь, что работает советником главы республики, и таким образом привлекал людей в группу. Список проводимых афер Степановым можно продолжать бесконечно. Представляясь организатором культурно-массовых мероприятий, Степанов изначально договаривался с домами культуры о проведении цирковых представлений, а в день мероприятия вместе с деньгами уезжал в другой город. В ходе проверки у правонарушителя изъяты поддельные личная медицинская книжка и трудовая книжка, круглая печать, 14 сим-карт различных операторов сотовых компаний, ноутбук, копии документов благотворительного фонда «Линия добра», которые, по признанию мужчины, он сам распечатал и проставил на них изготовленные им же печати, а также 2 банковские карты и 2 мобильных телефона. Мошеннику уже предъявлено обвинение, его ждет суд. Луиза Андеева, Ибрагим Налаев. При поддержке пресс-службы МВД Чеченской Республики. Новости. Беслан Алханов, занимавший должность заместителя начальника Центра финансового обеспечения МВД по республике, назначен начальником полиции отдела МВД России по Грозненскому району. Нового руководителя личному составу отдела представил заместитель министра внутренних дел. Апти Алаудинов отметил, что, несмотря на молодой возраст, Алханов уже проявил себя как добросовестный и исполнительный офицер. По словам чиновника, кадровые перестановки эффективно скажутся на результатах работы правоохранителей. С первых дней находится в нашем строю, прошел на разных должностях, в разных инстанциях, проходил службу, является опытным руководителем, знает, в принципе, большую часть направлений нашей работы. И я так думаю, надеюсь, что, в принципе, то, что он назначен на эту должность, это внесет, как говорится, свои коррективы в вашу работу, и ваша работа пойдет еще лучше. Будущее за сельским хозяйством. В этом уверены не только труженики села, но и власти. Тем, кто хочет развить собственное подсобное хозяйство, оказывается господдержка в виде предоставления земель и субсидирования. Рост числа местных производителей позволяет не только отказаться от импортных товаров, но и развить экономику. С теми, для кого фермерство стало настоящим призванием, встретилась Лариса Джабраилова. Работа здесь начинается практически с восходом солнца. Фермерство занимает много сил и времени, однако для Асхабовых это в первую очередь любимое дело, к которому они привыкли с детства. 3 года назад семья получила грант на развитие подсобного хозяйства. Денежными средствами распорядились с умом. Сейчас у них 60 овец, есть бычки и телята. Корм для скота Асхабовы выращивают сами. План ЖАЭК связан с сельским хозяйством. Перспектива сельского хозяйства. Лахтир, ЖАЭК хадул, жду. Лахти дадуяр что ли? Сундера с мосту бал не связан с сельским хозяйством. Лахтанцы, дахницы. Руки пачкать, дяш бабар волиду. Шец эй, махти пачкать, дяш умдагарчула. Хазар дахшага егер волиду. Будущее за сельским хозяйством, уверен и Увайс Топаев. Уже 10 лет он занимается скотоводством. Его фермерское хозяйство единственное в поселке Калинина. Помимо крупнорогатого скота, здесь 50 кур и почти столько же цыплят. В Минсельхозе ему пообещали грант, на который он планирует увеличить поголовье скота и расширить хозяйство. Творог и сметану супруга Увайса Айна делает из домашнего молока. Экологически чистый и качественный продукт пользуется большим спросом среди соседей и знакомых. В основном все они постоянные клиенты. 25 литров, 700 граммов банк,
ежедневно. Любовь к животноводству Увайс Топаев прививает не только своим детям, но и внукам. Каждый старается помочь по мере сил. Главное – не сидеть сложа руки и быть полезным там, где востребован. Лариса Джабраилова, Булат Баканаев и Алаш Аздамиров. Новости. Острые социальные проблемы и пути их решения. На радио Грозный готовится очередной выпуск рубрики «Наш район». На этот раз гостем студии станет глава Ленинского района Грозного Шамиль Ачаров. Завтра в течение часа он будет отвечать на вопросы жителей в прямом эфире радиостанции. Любой желающий может озвучить проблемные вопросы района и пожелания, просто позвонив по телефону, который вы сейчас видите на экране. Ответы прозвучат на волне 105,4 FM с 17:00 до 18 часов по московскому времени. В начале проекта были, в общем, частные как-то вопросы задавали, что просили помочь. На сегодняшний день вопросы поступают о благоустройстве участков школы, например, благоустройстве улиц, о проблемах, которые возникают, например, в поселке. При этом, если гражданин не мог дойти до главы района, то эта передача сделана для того, чтобы он с помощью СМС и через WhatsApp мог дозвониться и передать свой вопрос, пожелания и обращения. В интернете продолжается голосование за символы, которые появятся на новых банкнотах Центробанка России. Грозный в числе других городов борется за место на 200-рублевой купюре. В случае победы на банкнотах появится главный символ республики – сердце Чечни. Напомню, отдать свой голос за центральную мечеть столицы можно на сайте твояроссия.рф. Для этого нужно набрать кириллицей название сайта в адресной строке браузера. Затем в разделе «Выбери город» ввести Грозный. В разделе «Предложи символ» ввести сердце Чечни. Далее нажать кнопку «Голосовать». Для завершения операции необходимо авторизоваться через социальные сети. Жители Гудермеса теперь смогут смотреть новинки мирового кинопроката в самом высоком качестве. Здесь открылся 3D-кинотеатр «ГУМС». Его строительство стало возможным благодаря грантовой поддержке государства в рамках Года кино, объявленного президентом страны. Слово нашему корреспонденту. На открытие премьерного 3D-кинотеатра жители и гости Гудермеса стали собираться задолго до начала. Теперь они смогут насладиться новинками кинематографа, не выезжая за пределы своего района. Поздравить горожан с по-настоящему долгожданным подарком приехали представители Минкультуры и руководства района. Сегодня действительно очень приятное мероприятие у нас, в частности для молодежи, которая до сих пор выезжала за пределы района, то есть в Грозный и в другие районы для просмотра тех или иных фильмов. Баркал Дейлрез Алвардер, Угархал Вайпачхана, Дейлрез Цунахилла, Текушвал Чуаре, Духай молодежи, условия создавать еще для развития, для процветания нашего района, условий создать ГУМС стал вторым 3D-кинотеатром, построенным в республике. Предыдущий был открыт в Шали в марте текущего года. Это стало возможным благодаря грантам, выигранным кинокомпанией «Чеченфильм». Это будет не только центром досуга, это будет замечательное место проведения отдыха, просмотра интересных фильмов, мультфильмов. Плюс у нас есть программа по показу социально значимых проектов для школьников, детей. Сейчас мы с кинокомпанией «Чеченфильм» разработали программу по запуску своих фильмов. И я уверен, в год несколько фильмов именно нашего производства кинокомпании «Чеченфильм» будут показываться в кинотеатрах нашей республики. В зале на 150 человек созданы все условия для комфортного просмотра фильмов. Строительство нового кинотеатра было завершено за 1,5 месяца. Для премьерного показа была выбрана картина «Босиком по небу» кабардино-балкарского режиссера Султана Хажирока. В зале аншлаг. Фильм с первых минут захватил внимание зрителей. История любви и дружбы никого не оставила равнодушным. Атмосфера легкости и веры в лучшее чувствовалась благодаря музыке и песням, прозвучавшим в ленте. Очень тонкая сюжетная линия, наполнена, немного драмы есть и радости. В общем, он сумел совместить все в этом фильме. И национальный колорит, все выдержано. Мне кажется, очень прекрасный и хороший для семейного просмотра фильм получился. Киностудия «Чеченфильм» и Министерство культуры не собираются останавливаться на достигнутом. В рамках Года кино будет открыт кинотеатр и в Старопромысловском районе Грозного, а также мобильный кинотеатр. Лариса Джабраилова, Альвий Ибрагимов и Тимур Хайдаров. Новости.
Бескомпромиссная борьба, яркие голы и точные передачи. Таким запомнился футбольный матч между командами главы республики Собратирик и ансамбля песни и танца «Заманха». Проведение подобных товарищеских игр уже давно стало традицией. Несмотря на то, что их участники не занимаются футболом профессионально, каждый максимально выкладывался на поле. Первыми на газон против команды Рамзана Кадырова вышли правоохранители. Финальный свисток зафиксировал счет 5-0 в пользу коллектива главы региона. Следующими испытать силы решили представители ансамбля. В итоге счет 10-2. Артисты так и не смогли переломить ход встречи. В завершении футбольного вечера команды сделали памятное фото вместе с Рамзаном Кадыровым. А это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.